Балкон был, он свалился у нас, потом подремонтировали его. Теперь Роза Гучигова переживает, что в следующий раз у нее обвалятся стены. В комнате уже появились трещины. Женщина признается, ей страшно находиться одной в квартире. А вдруг это все отойдет, трещина? А там тоже трещина в спальне, большая трещина. Тоже расходятся стены. Вот эти плинтуса отходят, когда трещит. Турпалали Джабраилов живет в доме по улице Ашхабадская, 22 всего год. Когда заехал в дом, говорит, все выглядело совсем иначе. Сейчас в комнатах стены дают трещина и обваливается потолок. Но многодетной семье идти некуда. Я когда сплю, она пришивает. Как? Покажи руками. Вот там. Крутится как облака. Зоя Кусаева живет здесь с 80-х годов. Женщина может по пальцам пересчитать, сколько раз в доме проводили капитальный ремонт. Ремонт нам сделали, сейчас я вам скажу, в 90-х годах. После этого война, после войны нам ремонт сделали, все сделали. Но сейчас в данный момент у нас начались трещины в доме. Садиться начал дом. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в префектуру Заводского района. Приехав на место, власти муниципалитета пообщались с местными жителями и рассказали, какое решение было принято межведомственной комиссией. Было совместно с межведомственной комиссией обследовано, и дом не признан аварийным. Он подлежит капитальному ремонту, и на следующий год будет включен на капитальный ремонт. Трещины не опасны для жизни людей, проживающих в этом доме. Еще один дом по улице Павла Мусорова. Здесь капитальный ремонт точно уже не решит проблему. Он буквально трещит по швам. Дома каждый день дом. Вахид Ижиев уже устал делать ремонт в квартире. Только закончил замазывать стены в одной комнате, штукатурка сыпется в другой. И так уже 4 года. Жители начали бить тревогу. К ним приехала специальная комиссия, которая официально признала дом аварийным. В ближайшее время людям пообещали новые квартиры. Администрация сразу طبعا يخترجش تاش شقة دياله تيوقع تخرج داخل سرش نشاكيه خش داش حدوي الأله هنس تخسيل خندقة دخان أو كيرشن كيرش تاشو دياله إسبيسك شقار حياتين أدمنستراتي تيجي حكميتي وبروس ريشة دين شو تعشش حقيقنا اشتحقوا يتروشة اشتاق يستيقظ ريشة هذا كتير. В республике с 2013 года активно реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилья. Только в прошлом году в Чечне построили 13 многоквартирных домов. В Министерстве строительства и ЖКХ рассказали, что в этом году обладателями новых квартир станут 556 семей. Реализация программы предусмотрена до конца 2017 года. И к этому времени будут обеспечены новым комфортным жильем 3857 жителей Чеченской Республики. В программу у нас включены аварийные дома, расположенные в городе Грозном, на Теречном районе и в Урус-Мартановском муниципальном районе нашей республики. В рамках этого этапа будет построено более 10 тысяч квадратных метров жилья в городе Грозном, в Урус-Мартановском районе и в поселке Горогорск на Теречного района. В рамках майских указов Путина программа по переселению из ветхого жилья успешно выполняется. В Грозном строят еще 3 многоэтажных дома. Их намерены сдать уже в конце года. Динара Мурадова, Магомед Мударов, Муслим Типаев, Джамлет Хаджалиев. Новости.